Это «Актуальное интервью» в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. По рекам республики продолжается северный завоз. За короткое северное лето необходимо завезти в отдаленные территории все самое необходимое – топливо, строительные материалы, продукты питания. Как проходит нынешняя навигация? Гость студии Никита Павлов, заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Никита Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова роль Министерства по делам ГО и обеспечению жизнедеятельности населения республики в северном завозе, в том числе и в период навигации? Северный завоз имеет огромное значение для стабильной деятельности хозяйств, устойчивого развития северных территорий и обеспечения жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Основным этапом северного завоза является эта навигация. Плановые объемы в этом году вообще в целом составляют 3 миллиона тонн. Из них жизнеобеспечивающих грузов в период навигации это составляет 1 миллион 251 тысяча тонн. В этот период перевозится каменный уголь, сырая нефть, нефтепродукты, продукты питания, как вы правильно отметили, о том, что это строительные материалы. Весь объем у нас закрепляется распоряжением правительства Республики Саха-Якутия. Хочу отметить о том, что с 1 апреля 2024 года вступил федеральный закон о северном завозе номером 411. Указом главы Республики Саха-Якутия наше министерство закреплено как основным координатором северного завоза. И полномочия наши входят, это основные задачи министерства, можно сказать, это организация и координация завоза жизнеобеспечивающих грузов для нужд Республики Саха-Якутия. Задачи стоят очень большие. Это начинаем готовить распоряжение, это составление плановых объемов. План составляется, отрабатывается с каждым хозсубъектом, проверяется. И каждый год он, конечно, меняется, но относительно он условно остается в таких же объемах. Потому что у нас выстроена эта работа уже очень давно, порядка уже десятилетия распоряжениями правительства, ну и, соответственно, в 90-х годах, но уже этот порядок уже работает, соответственно, в таком уже в обыденном режиме. Завоз жизнеобеспечивающих грузов, отмечу о том, что он не останавливается ни на один день. Это большой объем работы, который в период автозимника, в период навигации. Ну и большая работа требует особого внимания. И вот я вам сказал о том, что указом главы мы закреплены, ежедневно еженедельно проводим оперативные группы на нашем уровне министерства и в обязательном порядке на уровне первого заместителя председателя, это Дмитрия Дмитриевича Садовника, раз в 2 недели проводятся межведомственные рабочие группы, которые рассматриваются в ходе завоза жизнеобеспечивающих грузов. Но хочу отметить о том, что мы ежедневно ведем контроль. Значит, что из себя это представляет? Ежедневно наш адрес министерства предоставляется, сколько отгружено, сколько доставлено. Это ежедневный мониторинг. Если мы видим какие-то отставания именно по завозу жизнеобеспечивающих грузов, мы дополнительно собираемся в установленном порядке. Это органы исполнительной власти задействованных, это Министерство транспорта, может быть, МинЖКХ. Касательно этого вопроса приглашаем хозсубъекты, это основных перевозчиков, хозяйствующих субъектов. Выясняем приоритетные задачи, для себя ставим. Ну, может быть, разные ситуации в этой. Да. Вот сколько грузов, да, от плана уже завезено по рекам Якутии, вот, в том числе в арктическую зону. Вот, и идет ли завоз согласно плану? Ну, как я отметил, у нас в этом году план составляет 1 миллион 251 тысяча 800 тонн. На 18 июля текущего года с начала навигации отгружено 938 300 тонн различных грузов. Для жизнеобеспечения Якутии, отмечу, для жизнеобеспечения отгружено 593 200 тонн или 47,4% от плана. И доставлено до мест назначения 437
500 тонн. Это 34,9% от плана. Мы всегда в нашей работе сравниваем обязательно же с прошлым годом. Мы уже установленно знаем, какие периоды, какой груз уже должен доставляться. Если говорить о плановых объемах прошлого года, мы идем на опережение в этом году уже на 100 тысяч тонн. Ну, есть тому тоже своевременная подготовка, это тоже влияет, но в Якутии у нас обусловлено, ну, зависит от ранних открытий навигации. В этом году она чуть раньше началась, и благодаря этой ранней открытию навигации мы уже начали перевозки. Если говорить в целом о навигации, да, она разделяется на два этапа. Первый тур навигации — это по быстромлеющим рекам, это Амга, Вилюй, депонационные перевозки, которые происходят в арктических, это условно открытых судоходных обстановках. Если говорить о плановых объемах по Амге, это у нас перевозились уголь с разреза Джбари-Кихая, это порядка 10 тысяч тонн, план выполнен на 100%. Ну и по реке Вилюй, это плановые объемы составляли 87 700 тонн. В этом направлении она, ну, сама река, она держится порядка от 10 до 15 дней сама, да, судоходная обстановка. Значит, в этот период уже, когда уже у нас река открывается, перевозчики готовятся заранее уже, ждут уже до открытия навигации. И за 10 дней буквально, да, отработали порядка 49 судов, дополнительная экрановая техника. Опять же, это очень большая работа, это подготовительная работа, площадки, приемы нефтепродуктов. И все должны быть максимально готовы. Любой простой, это, можно сказать, там может быть какая-то нештатная ситуация. И в этом году по Вилюю тоже отработали тоже очень хорошо. Это ПАО «Лорб», различные компании, которые возят. Это Арктическая торгово-логистическая компания, которая завозит СЗПТ. Ну и выполнение наблюдаем 100%. Если говорить о втором туре, вот очень значимая это для нас эта неделя, потому что у нас открывается арктическая навигация. Оно открывается у нас сперва на реке Яна, это на баровых участках, уже судоходную обстановку объявляют. И открывается уже на первых числах августа, это уже по реке Индигирка, Колыма. Уже через морской путь уже заходят уже суда и, ну, до пунктов назначения доставляются. Если говорить о арктической навигации, да, это очень важный момент. План составляет порядка 350 тысяч тонн. Если смотреть по отдельности по рекам, у нас по реке Яна объем составляет 154 тысячи тонн, по Индигирке 52 тысячи тонн, по Колыме 77 тысяч тонн, по Анабару у нас 44 тысячи тонн, ну и через море Лаптевых у нас приходит порядка 28 тысяч тонн. Ну вот с какими трудностями, да, столкнулись в этом году участники навигации, но как они справляются с возникшими проблемами вообще, в принципе? Еще раз отмечу о том, что у нас завоз жизнеобеспечивающих грузов находится на постоянном контроле правительства Республики Саха-Якутия. Еще раз, все вопросы ежедневно рассматриваем на оперативных группах. Хоссубъекты не только докладываются о ходе завоза жизнеобеспечивающих грузов, но и озвучивают проблемные вопросы. Проблемы бывают разные, конечно, мы, когда наблюдаем отставание от них, уточняем данные вопросы, но основной фактор Республика Саха-Якутия, ну, у нее особые климатические условия. Это маловодье, это в зимний период, это у нас позднее открытие, может быть, автозимников. Ну, если говорить какие-то примеры, то за последние 2 года были проблемные вопросы с угольным разрезом Джбари-Кихая. В связи с поломкой горнодобывающей техники очень долго приходили в себя. Но в этом году отмечаем о том, что Джбари-Кихая вот в этом году, можно сказать, реабилитацию прошла. Работа очень хорошо идет. Тоже в наших полномочиях мы проводим перед навигацией выездные группы, которые
создаются межведомственных рабочие группы. Это собираем группы соответствующих компетентных людей, выезжаем на соответствующие разрезы, где видим проблему. В этом году у нас это в составе Министерства гражданской обороны и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и совместно с Минпромгеологией, с привлечением хозсубъектов, это ГУП ЖКХ, выезжали вот на такие разрезы, наблюдаем, обязательно требуем документацию, как происходит работа, мы фиксируем. И в этом году, конечно, эту проблему за двухлетнюю уже мы сняли, но опять же столкнулись с такой, ну, не с сложностью, можно сказать, а уже наблюдаем о том, что маловодность реки Лены наблюдается, по Алдану у нас, по Яне тоже. Но к этим трудностям мы готовы, принимаем соответствующие превентивные меры, подготовка, усиление в том или ином направлении флота, увеличение крановой техники, определение критических объемов, которые необходимы и приоритетны для доставки того или иного муниципального образования. Ну, в этом плане вот идет такое кропотливая, но очень важная работа. С какого периода вы начинаете подготовку к зимним перевозкам, да, всего, что было доставлено речным транспортом, навигацию? Ведь многие получатели грузов находятся вдали от рек. Да, этот вопрос у нас начинается с конца навигации. Как я отметил, уже в сентябре, уже в конец сентября уже доставляются по навигации те объемы, которые приходят извне Якутии или с разрезов. И уже начинается работа по составлению плановых объемов именно перевозки в зимний период. Эта работа начинается уже с октября месяца. И уже при устойчивых открытиях автозимников начинаются перевозки. Тоже это муниципальное образование. Бывает разная доставка грузов через навигацию. Это до центральных районов, которые ближе лежат до навигационных. Там делается накопление того, ну, тот перечень, я вам сказал, это уголь, нефтепродукты, сырая нефть и социально значимые продовольственные товары. Зимник у нас, ну, на особом контроле всегда находится Арктика, потому что в республике, ну, понятие автозимник имеется. И он стоит, когда у нас как бы холодный период открывания, вот, работа ведется своевременное открытие автозимников, это большая работа проводится. Это, если где-то, вот, например, выходит, ну, вода, например, да, на реках, это тоже усложняет эту работу, вымороженные работы проводятся. Но скажу так, что если смотреть прошлый год, автозимник мы успешно закрыли, план выполнили 102%, на 102%. Это для нас очень большой успех и значимая работа. Ну и в этом плане у нас как бы все находится под контролем и работа ведется. Наше время подходит к концу. Никита Александрович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Судя по цифрам, пока идет перевыполнение, желаем план выполнить на 100%, но лучше, конечно же, его перевыполнить. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.